В период динамичного развития региона разработка системной работы с одаренными детьми является приоритетной задачей руководства республики. Между тем, молодые умы уже сегодня представляют регион на российских площадках. На этой неделе из образовательного центра «Сириус» вернулись 3 школьника. Там они занимались своими авторскими проектами. Помогали им преподаватели ведущих вузов и исследовательских институтов страны. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Лишний повод напомнить о том, что в Якутии поддержке одаренных детей уделяется особое внимание, выдался на днях благодаря самим юным талантливым ребятам, а точнее Ашоту Шагиняну из Нижнебестяхской школы номер 2. Вместе с 2 школьниками из Якутии он принял участие в проектной смене образовательного центра «Сириус» в Сочи. В рамках обучения в центре они смогли встретиться с президентом страны во время телепередачи «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Ашот предложил президенту создать финансируемую государством сборную молодых ученых России для участия на международных выставках и конференциях, на что получил встречный вопрос о степени необходимости таких сборных. Хочу задать вопрос о формировании национально финансируемой сборной страны, состоящей из молодых ученых и исследователей, которые бы представляли нашу страну на всех международных конференциях и выставках. И можно ли такое организовать, и каким вы видите отбор в эту сборную? Спасибо. Послушайте, у нас ведь сборные есть по разным направлениям и выступают очень успешно. И я не очень понимаю, зачем нам какая-то общая... Для того, чтобы, если формировать такую сборную, значит, она должна где-то выступать и соревноваться с аналогичными сборными. В ходе диалога Владимир Путин пообещал Ашоту переговорить с главой региона по поводу финансирования его поездки на международную выставку Intel. Егор Борисов лично позвонил Ашоту. Об этом глава республики написал на своей странице в соцсети. Сегодня я позвонил Ашоту и объяснил, что мы всегда поддерживаем таких толковых ребят, как он, и будем делать это дальше еще более усиленно. По моему поручению в республике 2 года назад создали Малую академию наук, а сейчас завершается работа над проектом указа о поддержке одаренных детей. Скоро он будет подписан. Этот документ закладывает целый набор механизмов, направленных на раннее выявление и развитие выдающихся способностей детей по всем направлениям – в науке, технике, культуре, творчестве, спорте. Указ о поддержке детей, достигших высоких результатов в науке, искусстве и спорте, глава республики подписал 28 июля текущего года. Комплексная программа «Одаренные дети Якутии», рассчитанная на 2018-2023 годы, предусматривает создание системной работы с талантливыми детьми, также организацию различных мер стимулирования, включая денежные поощрения. Даже несмотря на подписание данного указа, в Якутии с каждым годом растет число участников олимпиад и различных конкурсных мероприятий. Более 69 тысяч школьников приняли участие в олимпиадах только в этом году, а 37 участников стали лауреатами и обладателями премии Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. Работа с одаренными детьми и подростками проводилась всегда успешно. Отметим, что в республике создан региональный образовательный центр «Малая академия наук». Малая академия наук вообще-то имеет банк данных одаренных детей. Это значит, со всей республики детей отслеживают, индивидуальное сопровождение идет, и каждый ребенок имеет журнал сопровождения детской одаренности. То же самое имеет банк, мы хотим открыть, сделать банк данных одаренных педагогов. Я участвовала в конкурсе, я исследователь. Вначале я заняла 1-е место в республиканском, потом поехала в Сочи и на всероссийский конкурс. И я стала лауреатом. Это очень важно, что именно правительство уделяет именно детям, нашему будущему особое внимание. От ребенка, конечно, требовать многого не надо. Если давить на ребенка ничего не получится, конечно, это все, я еще раз повторюсь, в доверительной, мягкой, любовной форме надо с ребенком заниматься, развивать и видеть его таланты, корректировать и направлять. По мнению лидера республики, вклад в образование и поддержку детей являются реальными инвестициями в будущее. Главное, необходимо вовремя выявлять, поддерживать и постоянно сопровождать талантливых детей. Дети все одаренные, дети все талантливые, но это талант, это дар надо раскрывать. А вот для того, чтобы раскрывать, нам надо помочь. Это помочь школам, помочь дополнительным образованием,
помочь конкретно материальной базой, чтобы дети приходили, занимались, посмотрели. И это касается и самих родителей, это касается и общественных организаций, это касается и предприятий, учреждений, потому что я убежден, что все дети талантливые, все дети одаренные. Но из них надо создать такие условия, чтобы эти дети, раскрываясь, как-то проявляли себя, участвовали в различных проектах. Сегодня республика делает много для поддержки таких детей и развития индивидуального подхода в образовании. Наряду с традиционными подходами используются и новые. Так, в 2018 году в Якутии откроется школа нового поколения – арктическая школа, в которой преподавание будет идти с внедрением системы международного бакалавриата. Кроме этого, планируется строительство нового учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук, создание ресурсного центра «Юные якутяне», а также открытие детских технопарков и кванториумов. Ну а настоящим праздником детства для всех якутян традиционно стали международные спортивные игры «Дети Азии». Благодаря колоссальному опыту проведения спортивных соревнований в следующем году в Якутии состоятся международные интеллектуальные игры. Мероприятие станет очередным праздником, но только не спортивным, а науки и инноваций. Марьяна Кутукова, Александра Хлопкова, Александр Слепцов. Якутия. День за днем.